Kosovo и Метохия для нас, православных сербов, то же, что Иерусалим для христиан всего мира. Эти святые места хранят неизгладимый след нашей духовной и материальной культуры от XII до XV века. Это не мифология, как некоторые говорят. Это подлинный христианский завет, подобно тому, как еврейский народ создал свой завет от Бога. Впервые я услышал муэдзина, зовущего правоверных мусульман к намазу, 30 лет назад в Югославии. Практикантом МГУ я отправился туда в надежде поплясать на диковинных в те времена дискотеках, окунуться в теплое море, насладиться рассветом и купить заветные джинсы. Но действительность оказалась совершенно иной, нежели мое представление о ней. Стены древних монастырей напрочь заслонили от меня соблазны пляжей Адриатики. Я готов был сутками смиренно слушать рассказы монахов о сербских князьях, которые здесь, на окраине Европы, подальше от католических столиц, строили православное государство. Я не обращал внимания на минареты в албанских селах. Это представлялось всего лишь симпатичной экзотикой. После той памятной практики я оказался в Косово еще раз, через 20 лет, в роли военного корреспондента. От ощущения прежней благостной гармонии не осталось и следа. Самое страшное впечатление произвел на меня тот день, когда маленькая 6-летняя девочка Иванка была изрешечена автоматной очередью. Не было на ней живого места. Я держал ее на своих руках. Ее невинная кровь лилась по моему телу, по моим ногам. Что было делать? Только молить Бога. И Он оставил ей жизнь. 99-й год был страшным для этих мест. Лилась кровь. Соседи, еще недавно жившие в мире и согласии, поднимались друг против друга. Паства отца Драгана жила в селах на востоке Косово. В обстановке хаоса и постоянного страха смерти в храм шли даже те, кто раньше не считал себя христианином. Каждое утро люди собирались в храме для того, чтобы вознести молитву Богу. Они рассматривали церковь как единственное место, где можно было надеяться на спасение своих жизней. Каждый день церковь была переполнена людьми и оставалась маленьким оазисом мира. Многие не покидали храмы ночью. Они боялись идти домой и спали на полу в церкви. Там же, в самые тяжелые дни, мы помогали нашим раненым, кормили голодных. Косовские монастыри по масштабам не сравнить с российскими. 5-6 монахов – нормальное явление. В тот день албанцы ворвались в монастырь. Было около 6 или половины 7, и сразу начали издеваться над сестрами. Мы были тогда в церкви на богослужении. Сначала они начали требовать у нас деньги, оружие, которого у нас, разумеется, не было. Стреляли над нашими ушами. Так они над нами насмехались. Экстремисты понимали, что храмы не только убежище для сербов, но и источник их духовного сопротивления. Поэтому монастыри и церкви страдали первыми. Это продолжалось 3 дня. Они психологически давили на нас. Они взяли все, что можно было унести, от денег до трактора и автомобиля.
Из храма также взяли все, что можно было взять. Остальное разбили и сломали. Потом они заперли нас в одну комнату, всех сестер. Они пришли туда и сказали, что мы должны жить вместе с ними. В общем, продолжали издеваться. 6 женщин, среди которых половина была преклонного возраста, оказались в руках вооруженных, чувствующих себя в полной безнаказанности мужчин. Через 3 дня пришли французские миротворцы, и был установлен минимальный порядок. Если, конечно, можно считать порядком солдатский ботинок у врат обители. Позже миротворцев заменили местные полицейские. Это до сих пор тревожит сестер. И они на всякий случай не разбирают укрепления, где раньше по ночам дежурили французские солдаты. Судьба других сербов сложилась куда трагичнее. По официальным данным, которые сильно искажены, в 1999 году погибло более 1000 человек. В действительности погибших было значительно больше. Я похоронил около 50 человек, которые были убиты. Я собирал их останки по полям. Там до сих пор есть незахороненные кости. Старое сербское кладбище на окраине Партуша. Отец Драган приезжает сюда каждую неделю. За последние 7 дней было разрушено еще 2 сербские могилы. Я похоронил множество тел маленьких детей, которые были похищены и убиты. Я подаю списки пропавших людей миротворцам, но еще очень много тел не найдено. Весь день, проведенный с отцом Дрagaном, я пытался найти ответ на вопрос. Почему они разрушали и убивали? Ведь их предки 400 лет жили мирно рядом, и албанские дома были не беднее сербских. А ислам, который они исповедовали, не был столь радикальным, как в других местах. Да и в трудные минуты албанцы не пренебрегали помощью православных покровителей. В монастыре Соколица уже 6 веков стоит статуя Божьей Матери. Говорят, она помогает бесплодным женщинам узнать счастье материнства. Со всего мира приезжают сюда просить ее о помощи. Богоматерь помогает всем людям, и многие албанские женщины приходят к нам и сейчас молиться о том, чтобы Бог послал им детей. И, как правило, это помогает. Они уважают наш монастырь, а мы в монастыре пытаемся в каждом человеке распознать лик Божий. Неважно, какой он веры. Каждый человек дорог Богу, и мы не спрашиваем, серб он или албанец, или кто-то еще. Но зло, как и добро, в равной мере находит себе место в человеческом характере. А порой зло перевешивает, и человек кусает руку, которая его кормит или лечит. Когда албанские женщины приходили к нам молиться, некоторые мужья этого не одобряли. И они пришли однажды и повредили скульптуре Богородицы нос и лицо, а также руку. Потом сами албанцы из нашего соседнего села, с которыми у нас хорошие добрососедские отношения, сказали, что это были люди из 2 семей. Это они осквернили Богородицу. И как они сами рассказали, через 3 года все мужчины из этих 2 семей исчезли. Они умерли.
Но всегда ли зло наказуемо? И почему эти события все-таки произошли тогда, в 99-м, а потом и в 2004-м? И только ли дело в несовершенстве человеческой природы? Отец Драгон вряд ли мог стать мне советчиком. После всего, что он видел и перенес. Хотя он стремится быть объективным. Не все албанцы для него враги. Однажды священника вызвали в сербское село. Там умирала женщина. Она нуждалась в причастии. Когда я приехал, к сожалению, она была уже мертва. Лежала совсем голая, в чем мать родила. Ее дочь не могла даже стоять на ногах. Над ней надругались албанцы. Я видел там еще несколько десятков мертвых и непохороненных людей. Я хотел купить какой-то кусок ткани, чтобы завернуть ее тело. Албанка, которая торговала этой тканью, имела Бога в сердце и не только не взяла с меня денег, но и помогла похоронить ее, чтобы меня не тронули албанцы, поняв, что я серб. Они и жили бы еще многие века, по-соседски помогая друг другу. Что делить простым крестьянам? Земли здесь хватит на всех. Если бы не политика. Роковая цепь обстоятельств. Если бы во время Второй мировой войны Муссолини не привлек к оккупации Косово албанских фашистов, а те не вытеснили из края десятки тысяч сербов, если бы после войны лидер Югославии, маршал Тито, не запретил изгнанникам вернуться, если бы не надумал сделать из Косово албанский автономный край, сербы чувствовали себя угнетенно, многие уехали. А многодетные мусульманские семьи усердно увеличивали долю албанского населения. Спустя какое-то время оказалось, что в колыбели сербской веры и государственности самих сербов осталось всего 20%. И еще, если бы не нашлись политики за пределами Косово, которые сказали албанцам: послушайте, ведь вас здесь большинство, это все ваше. Прогоните их, берите и владейте. Призыв нашел отзвук в сердцах многих, ведь это так заманчиво, просто прогнать, забрать и владеть. Ситуация начала ухудшаться еще в 1996 году. Албанские экстремисты тогда впервые проявили свою активность. Это так называемая Армия освобождения Косово, или сокращенно УЧК, как ее зовут албанцы. И уже к 1998 году большое число сербов, которые жили в окрестностях Дечана, были изгнаны, а некоторые из них убиты. Последнее «если» в этой цепи на совести Белграда. Если бы тогдашние югославские власти взяли на себя труд поискать политическое решение проблемы, но на силу они решили ответить силой. После попытки армии освобождения Косово взять под контроль эту территорию, военные и полицейские силы Сербии провели акцию возмездия. И, к сожалению, в результате столкновения пострадало мирное население, в том числе албанское. В Косово повсюду видишь мемориалы погибшим. На них сотни имен, албанских и сербских. И они разделяют эту землю сильнее, чем баррикады в городе Митровица. Баррикады рано или поздно снесут, плиты с именами останутся. Я иду по мосту через реку Ибр. Вот уже почти 1,5 десятка лет он по-живому разрывает Митровицу на две части – сербскую и албанскую. Это кафе с сербской стороны в годы войны облюбовали журналисты.
Здесь я проводил день за днем, расспрашивая очевидцев о событиях на противоположном берегу. Это был заключительный акт югославской трагедии. Самый мощный военный блок в мире, не задумываясь, отбомбился потому, что оставалось от Югославии. Маленькая Балканская империя, как ее любили называть на Западе, перестала существовать. Для этого понадобилось всего 5 лет. Говорят, победитель получает все. Еще говорят, горе побежденному. Чего-чего, горе сербы здесь хлебнули с лихвой. 200 тысяч из них ушли из Косово. И все, что имели, оставили победителям. А те уже успели воздвигнуть монументы своим героям. В августе 1999 года в село Житинье, в нем было 130 дворов, было полностью изгнано. А всего через час оно все пылало, его подожгли, и народ до сегодняшнего дня не может вернуться на эти святые для нас места. Когда узнаешь эти детали, велик соблазн стать на одну сторону. Но жизнь не бывает выкрашена одним цветом. Наш ближайший сосед во время бомбардировок сказал мне: «Ты и твои сестры можете мирно служить в вашем монастыре, а я и мои сыновья будем охранять вас. Мы боимся, что какие-нибудь албанцы, приехавшие издалека, разрушат церковь». Монахи монастыря в городе Високий Дечен вполне могли не пустить в храм албанцев, когда на югославские города падали бомбы НАТО. Но тогда они перестали бы быть христианами. Во время бомбардировок Сербии мы предоставили убежище 200 албанцам-мусульманам. Это был период хаоса, и существовала опасность, что эти люди могут лишиться жизни. Монастырь Високий Дечен пострадал меньше других. Вероятно, потому что он внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А обитель в числе первых взяли под охрану итальянские миротворцы. Эти мраморные стены заложены почти 700 лет назад. Если большинство косовских церквей построено в византийском стиле, то здесь король Стефан велел своим архитекторам использовать традиции готики и романской школы. Он хотел подчеркнуть, что православная Сербия неотделима от Европы, что его страна видит свою миссию в том, чтобы оказаться мостом, соединяющим Восток и Запад. Вместо моста им суждено было стать буфером между христианским миром и миром мусульманским. Во время войны и после много американцев приезжали в Косово, и им давали гидов, которые показывали наши фрески. Они даже называли это место «Долина фресок». Но не говорили, чьи это фрески, а ведь это сербские фрески. Это край наших королей и князей. Это край сербской души и сердца. У каждого православного храма в Косово своя драма. Монастырь Драгонац расположен высоко в горах. Его основатели вряд ли могли предположить, что святой обители суждено постоянно оказываться на пути воюющих армий. Какие только войны не бушевали в этих местах. Австро-турецкая, Первая и Вторая мировые, 2 балканские.
Каждое проходившее здесь войско разрушало монастырь, грабило его алтарь и сжигало колокольню. Был период, когда 150 лет он стоял пустым. Слава Богу, монастырь остался. Бог спас его, спас он и меня. Когда я оставался в монастыре один, было несколько попыток похитить и убить меня, но Бог этого не допустил. Я не боялся, сказал сам себе, я старый человек, и если погибну, значит погибну за свой народ и свою веру. Как же получилось, что этот немолодой уже человек остался один в пустом монастыре, среди леса, во враждебном окружении? Куда делись остальные 5 его обитателей? Поскольку они были молодые люди, неискушенные в военных делах, они часто выходили наружу, ходили в лес, а лес был полон вооруженных террористов. И я боялся, как бы они не погибли. Я отвез их в резиденцию епископа в Грачанице и оставил там. Больше месяца отец Кирилл оставался один. Единственным средством связи с внешним миром был колокол. Монахи в соседнем монастыре в Грачанице вслушивались в тишину, ожидая заветного перезвона. Этой колокольни тогда не было, на ее месте была деревянная. И я постоянно звонил в колокол 2 раза в день, потому что я совершал ежедневную службу 2 раза в день, утром и вечером. Эти террористы, которые были в лесу, слышали, что колокол звонит. И они понимали, что в монастыре кто-то есть. Православный колокол имеет большую силу. Они считали, что он созывает кого-то на службу и боялись сюда войти. Но долго так продолжаться не могло. Слова «прогнать», «забрать» и «владеть» уже прочно сидели в головах соседей отца Кирилла. Итак, 3 были в лесу, а мне все видно из окна кельи. 3 спрятались за углом церкви, а 1 идет по двору. По-моему, сам не знает, куда и зачем. Ну а дальше было так. Когда он подошел к моей келье, я открыл окно и громко так крикнул: «Что тебе здесь надо?» Он испугался и хотел убежать. Но тут подошли те, которые стояли за церковью. Их уже стало 7. Они постояли немного, потом сели в мою машину и уехали на ней. Больше я ее не видел. В конечном итоге именно грабеж оказался главной целью. Им нужно было зачистить территорию, запугать сербов и заставить их уехать, куда глаза глядят. Многие не выдерживали и уезжали. Вся семья уехала. Я одна осталась. Еще во время войны я была единственная, кто выходил из дома и шел в церковь. Я люблю место, где я родилась, и никто меня не заставит отсюда уехать. Тут мои деды, прадеды жили, брат, отец, все тут похоронены. Вот и духовенство решило, что ни одна уцелевшая церковь не будет закрыта, ни один священник не покинет свою паству, пока в храм ходит хотя бы один прихожанин. Мы никогда не оставим этот край. Моя голова стоит не более, чем головы тех людей, которые здесь живут. Пастырь не может оставлять свое стадо в самое тяжелое время без надежды на спасение. К примеру священников решили последовать и мирские люди в округе Драгонца. Хотя такой выбор дался им нелегко. Слишком был велик страх, слишком много горя и крови видели они. Наш епископ Артемий ездил по селам. Он заходил буквально в каждый дом и говорил людям: «Не уезжайте от своих очагов, вы должны оставаться здесь». И слава Богу, люди его послушали, и большинство осталось. Они остались. Косово не перестало быть сербским. Хотя и живут теперь сербы только в нескольких районах, там, где их количество позволяет рассчитывать хотя бы на минимальную безопасность. Небольшой город Джаковица. Все сербское население здесь состоит из 4 пожилых женщин, живущих внутри ограды храма Успения Богоматери. Остальные давно уехали.
Две монахини и две их подруги, потерявшие жилье, работу, родных, вместе пережившие те дни и не пожелавшие покидать город. Я рождена здесь, и Косово – моя колыбель от рождения и до смерти. Я живой Косово не покину. Вот когда умру, пусть увозят. Мертвым ведь все равно. Помощь Красного Креста помогает им выживать. Раз в неделю сюда привозят продукты, врач консультирует женщин. По выходным дням приезжает священник, чтобы отслужить литургию. За ворота церкви они не выходят уже 8 лет. Никто из нас не может выйти в город. Над нами издеваются все, даже дети. Они показывают нам, что нас зарежут, если мы выйдем за пределы монастыря. Сестра Ионикия появилась здесь уже после войны. В те дни она была далеко отсюда. Я жила в Германии, там работала. Получила от Германии пенсию по старости, но оставила там все. Оставила мирское и пошла в монастырь. Eno idu kod mame sad. Kod mame idu da ih ponesem. Da kažeš... Oni će oko 3 sata, ja mislim da ih... Что же заставляет оставаться этих обыкновенных, не особенно образованных, не очень хорошо живших при прошлой власти людей? И даже приезжать сюда из вполне благополучных мест. Я из окрестностей Крушеваца, откуда царь Лазарь отправился на Косовскую битву и отдал свою жизнь за народ. Мы, сербы, тогда были в меньшинстве, и сейчас вновь остались здесь в меньшинстве. Косовская битва – главное событие в истории этой страны. А Косово-поле – главная достопримечательность. В 80-е годы здесь гуляли толпы туристов. В 2000-м Лишувский проход в сплошном минном поле, огражденный колючей проволокой, вел к памятнику. Сегодня гуляет только ветер. Нет мин, но и нет людей. Тогда, в 1389 году, огромная армия Османской империи вторглась в пределы Сербии. Царь Лазарь призвал всех сербов выйти на бой, чтобы победить или умереть. Но силы были неравны. Турция после этой победы долго не могла прийти в себя. Ценою своих жизней сербы спасли Европу от нашествия янычар, а сами на 500 лет оказались под их игом. Турки правдами и неправдами стремились обратить православных сербов в ислам. С нами могут сделать все, что захотят. Убить среди ночи. Но мы не имеем права оставить наши святыни, даже если нам придется заплатить за это жизнью, ведь мы храним здесь православие. Когда в 2004 году албанцы поняли, что сербы из своих храмов не уйдут, они взорвали старую церковь в Джаковице. Когда разрушали ту церковь, что была на месте этой, которую построили потом, мы, женщины, знали, что это произойдет, и сидели возле стены и горевали. Пришли девочки, 30 их было или 40, маленькие девочки, 3-4 класс. Они танцевали вокруг и пели: «Ваша церковь будет разрушена, ваша церковь будет разрушена». Я не могла в это поверить. Матери Феоктисте в это действительно трудно поверить. Она всю жизнь до принятия пострига проработала в школе учительницей и пыталась детям и сербов, и албанцев прививать совсем другие чувства. Какое будущее ждет этот край, в котором дети из окон своей школы каждый день видят разрушенный храм другой веры
и радуются его разрушению. С чем придут эти несчастные в жизнь, в которой жестокость и нетерпимость стали нормой? Это не где-нибудь в третьем мире, а в благословенной Европе, в 6 часах езды на автомобиле от Вены. Однако 5 лет назад разрушенный храм восстановили, а в прошлом году открыли здесь монастырь. Всего для 2 монахинь. Открыли целый монастырь в городе, где больше нет ни одного православного. Половина храмов лежит в развалинах, но другая половина понемногу восстанавливается. Для чего это делается? Непосвященным кажется непонятным. Ведь количество верующих сократилось раз в 10. Но здесь думают по-иному, отказывая себе во многом. Заштопанная ряса священника – не редкость в косовских церквах. Многие храмы восстанавливаются с надеждой на то, что туда, где храм восстановлен, кто-то вернется. Эта надежда помогает 5 монахиням поднимать монастырь в Девичье. Когда его накрыла вторая волна погромов, казалось, что храм и уничтоженные фрески никогда не восстанут из руин. В марте 2004 года было уничтожено все, не осталось ничего. Все фрески были уничтожены. Они не только жгли иконы и фрески, но и поджигали в храме автомобильные покрышки из резины. Было страшно. Было все сожжено. Церковь сгорела. Сгорело все. Я даже не могла найти комнату, в которой живу. Было очень страшно. Но шаг за шагом, руками монахинь и сербских строителей, которые каждый день ездят сюда за много километров из Митровицы, обитель потихоньку восстанавливается. Строительные работы на плечах мужчин, а средневековые фрески, оскверненные варварами, стали заботой сестер. Человек слаб, конечно, и мы к жизни неравнодушны. Но когда мы вернулись сюда, все дали обет до смерти оставаться здесь, в монастыре, и будем трудиться здесь до конца, независимо от того, что происходит вокруг. На долю монахов и священников Косово выпадают тяжкие лишения, постоянное чувство опасности, ежедневный напряженный труд. Многим пришлось заглянуть в глаза смерти. Очень мешал им священник, который собирал вокруг себя людей в храме Божьем. Они делали все, чтобы разрушить церковь, но мы день и ночь оставались в храме и берегли его. Самому отцу Драгону невредимым остаться не удалось. Со своими преследователями он столкнулся лицом к лицу. На день Святого Петра я отслужил литургию, и когда возвращался, меня поджидали. Поджидали с намерением убить. Они стреляли в меня из 4 пистолетов. За 12 дней священник перенес 6 операций. Руку, к счастью, удалось спасти. Впрочем, что руку? Он жив остался каким-то чудом. Господь посмотрел на меня и спас жизнь. Это нельзя назвать просто везением, когда в тебя стреляют с расстояния 15 сантиметров. До мира в Косово еще далеко. Эту страну признали более 50 государств, в том числе ведущие страны Запада. Но сербы по-прежнему считают, что их землю оккупировали. Сербы в Косово были 500 лет под турецким игом,
А эта ига, я думаю, не будет длиться долго. Твердо решено, храмы будут восстанавливаться. Все до единого. Пожертвования идут из многих стран. Мировое сообщество, кажется, начинает осознавать, какой трагедии привела безоговорочная поддержка только одного из участников конфликта. Но основные средства на восстановление зарабатываются в монастырях. Мои сестры все время заняты. Наш рабочий день длится 11 часов. Мы пишем иконы. Наши иконы имеют ценность и хорошо продаются. Мы зарабатываем и тратим деньги на восстановление монастыря. Мы живем в духовном оптимизме и верим, что после страдания наступает воскресение. Лет назад многие поторопились предать забвению разрушенные косовские монастыри и храмы. Но они живы. Живые люди, которые их берегут. Отец Драган строит новую колокольню в своем многострадальном храме. Самого колокола еще нет. Но я слышу звон у других колоколов. И я понимаю, этот звон не поминальный. Это голос веры и надежды на будущее.